1982 год. Советские ученые готовятся к Международному конгрессу геологов, который впервые должен состояться в Москве. Приедут ученые мировой величины. Высоких гостей нужно чем-то удивить. Но чем? И тогда в качестве подарка мировому сообществу решено на Конгрессе представить материалы геологического разреза Ленских террас. Подарок очень дорогой и поистине королевский. Террасы в районе нашего Якутска труднодоступны, но это одно из немногих мест в мире, где можно получить ответ на вопрос о точном возрасте Земли. Немедленно снаряжается экспедиция. Метр за метром геологи проходят первый шурф и вдруг натыкаются на находку, поверить в реальность которой просто невозможно. Глазам изумленных геологов открывается настоящий затерянный мир. И совершенно неожиданно они наткнулись на древнее захоронение с костными останками человека. Как выяснилось, мгновенно они прекратили, естественно, дальнейшее продвижение. Были приглашены археологи, были открыты эти самые исследованные могильники. Они были очень интересными. Возраст их был где-то 6 тысяч лет, то есть на уровне египетских пирамид, что само по себе уже исключительно интересно. Ученый мир замер в оцепенении, ибо нечаянная находка советских геологов начисто перечеркивала все общепринятые достижения исторической науки. Потому что получалось, самая древняя цивилизация на Земле совсем не африканская, а наша сибирская. Именно там, в 140 километрах от Якутска, вверх по реке Лени, еще за 2 тысячелетия до египетских пирамид, оказывается, уже существовало государство, уровню развития которого позавидовал бы и Древний Рим. Но и это еще не все. Едва наши геологи отошли от культурного шока и продолжили раскопки, как их ждала еще большая сенсация. Добравшись до геологических отложений возрастом в 3 миллиона лет, там, где по всем расчетам должен быть абсолютный цивилизационный вакуум, советские геологи неожиданно наткнулись на останки еще более древнего города. Даже по меркам археологов, видевших сокровища древней Трои и долины царей, это место поражало обилием бесценных находок. Металлические наконечники и наковальни, драгоценные украшения, технические устройства неизвестного происхождения. А на самом дне шурфа было найдено около 5000 кремниевых орудий труда, сделанных руками доисторического человека. Эту археологическую экспедицию возглавлял Юрий Мачанов, научный сотрудник Сибирского отделения Академии наук Советского Союза. Находка оказалась его личным триумфом как ученого, но потом превратилась для него в тяжелый и неподъемный крест. Практически единственное, что не удалось сделать Мачанову, найти костные останки этого самого древнего человека. Найдены в террасе, имеющей сверхдревний возраст. И поэтому находка была суперсенсационной, и она вызвала настоящую бурю среди научного мира. Мачанова, как это и положено в науке, начали активно травить, поскольку защищены уже были десятки и сотни диссертаций, уже созданы были научные школы, что человечество оно только в Африке и более нигде. А тут появляется какой-то якутский археолог и заявляет, что в Якутии жили люди. Советская наука решила не рисковать. Найденный профессором Мачановым город возрастом в 3 миллиона лет решили не афишировать. Историю возникновения человеческой цивилизации не переписывать. А чтобы не попасть в неловкое положение перед мировым сообществом, Международный конгресс геологов в Москве решили потихоньку отменить. В стране наступила перестройка, и никому уже не было никакого дела до сенсационной находки экспедиции Юрия Мачанова. А между тем найденный им доисторический город оказался лишь первым звеном в цепочке доказательств того, что люди населяли нашу планету задолго до того времени, когда, согласно учению Дарвина, обезьяна превратилась в человека.